Аргентинцы. Точно. Я вот слышал, что их аргентинцы называют. Аргентина и Казахстан, Средняя Азия, Центральный Казахстан. Что? Всем привет, меня зовут Мырза. Я Таз, отношусь к арғынам, это орта жүз, и Таздың ішінде сен тұрғаймын. Ну, вообще, мой ру недолюбливает откровенно. Приверженцы моего ру, они очень горды тем, что они арғыны. Они называют себя аргентинцами, не знаю почему и для чего. Почему аргентинцы? Аргентина и Казахстан, Средняя Азия, Центральный Казахстан. Что? Что-то типа этого. Крутой ру, что еще могу сказать? Очень в генах передалось, так скажем. Ум, красота, сила. Мой ру населяет в основном северный, центральный и восточный Казахстан. Очень большая территория, обширная. И очень много внутри ру тайпа, подродов типа. Ну и каждый род чем-то своим славится. Мой род, вот Таз, возник от того, что, как мне передали мои родители, деды, папа. Он украл жену, невесту старшего брата и уехал там, в другое поселение и создал там аул новый. Насколько это правда, я не знаю. Вообще знаю, что Абай, по-моему, был арғыном, Сакен Сейфуллин. В общем, много. Я, честно, когда-то учил в школе, сейчас я не помню, откровенно. Моя жена называет меня вторым, евреем из представителей казахов, что ли. Почему, не знаю, мы наглые, очень такие, считаемся, деньги считаем постоянно, везде и всегда. В очередях просовываемся, но признает, что мы очень интеллигентные люди. Аргыны то же самое схожество с найманами, наглые и любят власть. И, кстати, многие аргыны именно любят власть, знаете ли, чтобы сидеть на троне, не знаю, быть бастыком, арашкой. Вот. Да, мы очень любим власть, очень властный народ. Вообще я слышал, что во времена Кунаева, много кто из аргынов сидел у власти. И местное управление, акимы маленьких и больших городов были в основном аргыны. Вроде бы они самые многочисленные. Арғындарды Қазақстанда көп дейді? Да, аргыны реально многочисленный народ, так как такую территорию обширную занимали. Ассимиляция была с другими родами, которые с севера приходили в основном, потому что с юга как-то особо, мне кажется, наши не любили хивинцев, каканцев. А на западе кто? Татары, да, все. Мен тарихта естігенімізше, олар аштық кезінде өздерін аштық кезінде өздерін даже балдарын жеген деген сияқты. Это аңыз деген сияқты ғой. Не знаю, это что-то какая-то фантастика. Может, такое было, я не знаю. Браться такое говорить, это и когда. Нужно же факты, это основание какое-то должно быть. Просто ляпнуть, сказать, что аргыны каннибалы, это вообще. Еще аргыны музыкальный народ. Арғындарды және де домбыраға, күйге, немесе андай музыкаға, сондайға жақын деп те айтады. Да, мы вообще очень такие, знаешь, и танцевать любим, и музыку поем. И кино. В кино сниматься, видишь, меня снимают. Вот так. Жили такие, знаешь, понимаешь, это из-за чего возникало? Земля богатая, в смысле, трава растет, скот постоянно есть, что жрать ему. И люди такие, есть что жрать, и такие, что делать еще? Брюхо набил такой надо мной, ушел же. Аргыны острые на язык. Они всегда знают, что говорить и как говорить. Енді Абайдан тараған ұрпақ енді тілдермен бай болады ғой. Аргыны очень, в плане того, что что-то сказать, они могут очень жестко сказать, но в то же время так сказать, что ты в ответ не можешь не обидеться, ничего. Говорят очень грамотно и четко. Конечно, мы острый на язык. Мы же интеллигентны, понимаешь? Культура. Мы сразу вот так еще сверху вниз в хараме спит, такой, братчика, кішкене, Артур, вот так ты просто
не левел, понимаешь? И все нас за это не любят, потому что мы очень высокомерные. Ну, это так принято, что ли. Ну, я и сам в себе замечаю это. Любое деление человека, человечества на что-либо, это полный бред. Мы все люди такие же. Вот у меня 2 руки, 2 ноги, ты такой же, просто отличаемся там разрезом глаз. Как и листочки на дереве. Но это же листочки, и они не это лист, там, клена или тополя, какая разница? Это листочек. Мы тоже, мы люди. Какая нахер разница, ты арган или найман? Главное, человеком будь. Ну, услышал ли я новое о своем друге? Конечно, услышал. Вот этот бред про каннибализм. Ну, это, ну, не знаю, это факты должны быть, понимаешь? Да, ну, во времена голода я могу сказать, что многое может быть, но каннибалами стать, ну, это должно быть вот, это уже край. Хотя, если так логически подумать, человек и так там полудохлый лежит, ну, если говорить про голод, да, полудохлый, что его жрать? Что там жрать? Это еще надо же, когда ты голодный, у тебя сил нет, понимаешь? Это его еще разделать надо, пожарить. Ты же его не будешь в наглую, он такой же сидит, ты его такой руку взял, такой грызешь, такой, чувак, что происходит? То, что интеллигентный знал, то, что музыкальный, тоже я знал, что много выходцев, вот именно представителей интеллигенции казахской, именно аргуны, как бы это ни удивительно. Вот так. Видишь, вот тут высокомерие играет, понимаешь? Всем пока, подписывайтесь на канал «Все как есть», будет море классного контента. Пока.